Известный отечественный сатирик Рахман Разыков совсем недавно на своей странице в Facebook опубликовал видео, где он читает стих под названием «Как и с какой совестью вы возвратитесь?». Его видеообращение набирает сотни комментариев и положительные отзывы. В его песне говорится о том, что нынешний созыв парламента до невозможности отпустил и унизил законотворческую ветвь власти. Сатирик просит политиков, наевшихся за 5 лет досыта, не возвращаться в политику. Қарызға бел жебізден батырдыңар, қантып қайсы бет менен келесіңер. Олтырдыңар, төө десе бейіні айтып, оқи албай қағазды қолда тұрған, бүгін алған шешімден ертең қайтып, кеңеш болды өлкені артқа бұрған. Парламентке чоғылып сабатсыздар, қадыр барқын тебелеп түшірдіңер. Еще один известный акын Жеңишбек Жумакадыр также выпустил на своем YouTube-канале песню «Таджадык», что в переводе на русский означает «нам надоело». Акын-импровизатор поет о том, что народ Кыргызстана в течение 30 лет не может выйти из кризиса и бедности из-за ненасытной власти. И вспоминает про народ только перед выборами, обещаем золотые горы и прекрасное будущее. «Уходите, вы нам надоели», с горечью поет артист. Чоң құрсақтардың барына, алқымың тыйбай бөліңір, Алланың қалдың қарына, жалғыз бір көрге кетесің, жан сақчың жатпайт жаныңа. Не остался в стороне и заслуженный артист Кыргызской республики Бек Барбиев. На своей личной страничке Барбиев нередко подвергает критике власть. В этот раз в своем посте он вопрошает у народных депутатов о том, выполнили ли они свои обещания, данные перед выборами 5 лет тому назад. Певец интересуется и о том, кто будет с них спрашивать об итогах их деятельности в парламенте. Также артист иронично задается вопросом, что депутаты лишь раз в 5 лет раздают по 1000 сомов своим избирателям, как будто лошади дают полизать соль лишь в редкие случаи. Стоит напомнить и о том, что неделю назад в стране прошел первый в истории онлайн-митинг под хэштегом «Таджадым». Участники выразили свое недовольство ситуацией в республике, выкладывали текстовые и видеообращения о проблемах, с которыми они ежедневно сталкиваются. К эфиру подключались депутаты, общественные деятели и активисты. Я даже знаю, и я вижу, как можно исправить некоторые органы, и я буду над этим работать. Если кто-либо считает, что я остановлюсь на том, что я сделал, это не так. Я буду идти дальше. Напомним, что нередко спикер парламента Дастан Джумабеков в стенах Джор Кениша говорит о том, что лишь время и история позволят оценить народу их работу. Мы все избраны народом. Мы ради народа очень много здесь спорили. Но то, какие мы здесь решения принимаем, народ оценит и покажет время. Мы в свою очередь решили провести небольшой опрос среди бишкекчан и узнать, какую оценку они дают работе парламента 6-го созыва. Төрағасыдағы шермендечілікті. Әмде чимктерек емелерді. Көпчілігі неграмотный, қырғызша сөйлей албайды, жаңағы Тазабек деген емедағы жаңағы спикердағы 12 қата кетірді. Әмне қылып берішті бізге. Еш нәрсе қылған жоқ, только өздерінің бизнестерін қылып атады, ичіп жеп атады, башқа не қылып жатады. Вся эта активность в социальных сетях, где известные люди призывают народ очнуться перед выборами, не продавать голос и трезво оценивать партии. Явление само по себе хорошее, считает политолог Айданбек Акматов. У него, как оказалось, есть надежды на следующий созыв. Акматов добавил, что с годами люди стали понимать, кто есть кто. И в этот раз он считает, что народ должен сделать свой осознанный выбор. Сомнение, административный ресурс будет. Это без сомнения. Они и черных сейчас выпускают, неких вот Чингизду, да, его говорят, выпускают, а в прошлых выборах Дженго там выпускали. Все это очень настораживает. Власть, они удержать вот это все это свое вот богатство, все это влияние, они на все готовы, на всякие средства они готовы использовать. Но если народ сделает, да, выбор хороший и такой правильный, будет народу никто не может остановить. Отметим, что на данный момент пока неизвестна точная дата выборов в парламент. ЦИК сообщала о том, что дата установится с улучшением эпидситуации в стране. Айдан Атбекова, Калыбек Абдумамутов, Нью ТВ.